Паровозик из Ромашково теперь за забором, как за колючей проволокой. Водитель необычного транспорта шутит, что называется, сквозь слезы. Летние каникулы в разгаре, а детский аттракцион простаивает. Катал малышей Даниил Бабичев около года, пока однажды к нему не подошли представители ГИБДД и Гостехнадзора. Они начали просить документы на трактор. Это не трактор, это аттракцион, паровозик. То есть я им начал это объяснять. Они сказали, нет, это трактор. То есть будем сверять типа номер двигателя, номер коробки, все вот это. Главная претензия госавтоинспекции к строению необычного транспорта. Якобы собран он на базе трактора, а значит, для управления необходимо удостоверение категории «Б» с определенной подкатегорией. В итоге 2 штрафа за езду без прав и за управление незарегистрированным транспортным средством. Ведь, говорят, выезжал шофер и на дороге общего пользования. Назначение данного аттракциона – это движение на открытых площадках, парках, закрытых территориях. Причем участие в дорожном движении данных аттракционов должно быть исключено. И двигаться по проезжей части дороги водитель не имел права в данном случае, поскольку не имел права управления данным транспортным средством. Руководитель аттракциона утверждает, на дорогу паровозик действительно выезжал, когда ехал на стоянку. Однако в этот момент за рулем был не он. Теперь, видимо, придется искать обученного тракториста. Мало того, что найти человека с категорией тяжело, найти ответственного человека, который будет понимать ответственность данной работы, работать с детьми. Данный сотрудник у нас, то есть он даже вплоть до того, что там на Новый год с детишками там форму Деда Мороза одевал, там сам свою бороду вырастил, чтобы с детишками работать. То есть очень позитивный человек, всегда как всем клиентам находил нужный подход. Бизнес приносил хорошую прибыль. За время работы у веселого паровозика появились даже постоянные юные клиенты, а с ними, возможно, и неприятели. Обращаются ко мне с просьбой: Виталий Васильевич, можно на вашем паровозе приехать, подарить мороженое детям и так далее. Я говорю, это техника, это аттракцион не для дорог общего пользования, мы не можем ездить по дорогам. На что нам говорили, то что с ГАИ будет все согласовано, все доедем, никаких проблем нету. То есть сейчас, я так понимаю, то есть ведется какая-то масштабная работа по закрытию данного аттракциона. То есть кто-то хочет нас закрыть, я не знаю, может это конкуренты, может еще какие-то завистливые люди. На сторону водителя встал и представитель завода-изготовителя. По документам паровозик вовсе не автомобиль, а аттракцион. Водитель, получается, не машинист, а оператор аттракциона. Так что требовать у него водительские права все равно, что просить их у детей, управляющих электромашинами. Мнения сыктывкарцев тем временем разделились. Я понимаю, что это транспортное средство, по идее, но, не знаю, мне кажется, какие-то должны быть, можно отойти, компромисс. Это дети, деньги, не знаю, это бред. Должно быть водительское удостоверение, если детей возят. И какая-то травма, в случае небольшая травма, кто будет отвечать? Скажет, я тут при чем? Ну, я считаю, что не надо, наверное. Зачем? Он же по кругу катается, и скорость у него небольшая. Руководство аттракциона принялось оспаривать вынесенные постановления. Пока удалось доказать лишь то, что паровозик не является незарегистрированным транспортным средством. А вот с оператором аттракциона, похоже, придется попрощаться. Главный вопрос – где найти ему замену? Ведь требования теперь уже очень серьезные. Паровозик из Ромашково больше не будет опаздывать. Я очень-очень постараюсь. Таисия Жакова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.